Прекрасные российские пейзажи. С одной стороны жилые дома, с другой пастбище и даже пасущиеся на лугу лошадки. В 2009 году эту идиллию нарушил заработавший здесь асфальтовый завод. Это версия местных жителей. Сразу отмечу, она кардинально отличается от версии руководства предприятия. Город передал за долги в начале 2000-х годов. Тут бардак был, производство было нерентабельным, поэтому нам отдали за долги, чтобы мы асфальтовый завод восстановили. Согласно документам, в августе 2006 года между администрацией Мянского городского округа и ИП «Сгаян» был заключен договор аренды на земельный участок в районе мусульманского кладбища «Южная часть города». Ранее эта территория относилась к ремонтно-строительному управлению. Через 2 недели после заключения договора аренды ИП «Сгаян» регистрирует на этом земельном участке объект незавершенного строительства площадью 211 квадратных метров. Через полгода ИП «Сгаян» обращается в администрацию с заявкой о выкупе земельного участка. Администрация отказывает предпринимателю, поскольку кроме его недостроя на запрашиваемом участке находится трансформаторная подстанция и нежилое строение площадью 197 квадратных метров. Городской арбитражный суд ИП «Сгаян» также проигрывает. Но уже в 2009 году этот земельный участок у администрации покупает родственник семьи «Сгаян» и спустя 3 месяца перепродает сыну предпринимателя. Стоит отметить, что если ранее на участке фигурировало 2 объекта – подстанция и нежилое здание, то речь об асфальтобетонном заводе никогда не шла. Хотя это была основная достопримечательность здешних мест. Завод асфальтовый был. Он стоит уже, наверное, лет 50, наверное, около 50 лет. Но сейчас вот мне 54 года будет. Насколько я помню, столько он стоит. Согласно нашим предположениям, город продал предпринимателю землю без завода, потому что асфальтовая установка была давно списана, но не утилизирована. В 2007 году, по словам предпринимателя, он получает разрешительные документы от Министерства экологии и начинает выпускать асфальт. В 2009 году жители начинают бить тревогу. По их словам, именно с этого момента начинает работать асфальтовый завод. Они пишут во все инстанции, но получают отписки. Вот, например, письмо от городского управления по экологии. Это уже 2012 год. В нем главный эколог Лепешков утверждает, что завод не работает. Дальше у нас много было переписки, вот целая папка есть. То есть переписывались мы со всеми вплоть до президента. И, наконец-то, в 2014 году прошла нормальная проверка прокурорская. И выяснилось, что завод действительно есть, что он действительно функционирует, и что у него действительно куча нарушений. Предпринимателю были выписаны предписания, которые наложены там административный штраф, там, ну, что-то, то есть взыскание наказания. Штраф он, естественно, оплатил, но делать больше ничего не стал. Жители снова пишут жалобы. Прокуратура обращается в суд, чтобы заставить предпринимателя выполнить сделанные ему предписания. Сам владелец участка вот как объясняет отсутствие документов. Но у нас были до этого, в 2007 мы делали, потом как-то сроки прошли, мы не начали продолжать, потому что никто не спрашивал эти документы. А после того, как судебные какие-то разбирательства пошли, нас принудили, мы их сделали. В 2016 году Мянский городской суд вынес решение обязать ИП «Сгаян» провести инвентаризацию стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферу, получить разрешение на выброс вредных веществ, разработать проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, согласовать используемый на территории участка производственный объект с органами исполнительной власти, разработать и утвердить паспорт на эксплуатируемые газоочистные и газопылеулавливающие установки, разработать мероприятия по охране атмосферного воздуха и окружающей природной среды, разработать проект санитарно-защитной зоны. Из 6 пунктов были выполнены только 2. Однако служба судебных приставов выдала ИП «Сгаян» постановление о прекращении исполнительного производства. Согласно документу, он выполнил все требования в полном объеме. Особенно много вопросов к проекту санитарно-защитной зоны. Министерство экологии буквально во вторник сообщило жителям, что проект не готов, но за его выполнением следят судебные приставы, которые уже закрыли дело. А теперь самое главное. Данное производство относится к 2 классу. Оно оказывает умеренное негативное воздействие на окружающую среду. Его санитарно-защитная зона – 500 метров. При этом, согласно проекту, ближайшая жилая постройка находится на расстоянии 100 метров от территории промплощадки, а большая часть жилой застройки в 450 метров от границы. Внимание, вопрос! Каким образом предприниматель получил разрешающие документы на эксплуатацию завода?
Как ему выдали санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие правилам и нормам? На каком основании приставы прекратили дело? И как город за долги отдал ИП «Сгаян» асфальтовый завод? Что называется, без комментариев. И для полноты картины еще одна точка зрения. Дом этого человека расположен примерно в 30 метрах от завода. Он строился в советское время. Почему сейчас человека тревожит, я никак понять не могу. Но вам он не мешает? Мне, а он что мне мешает? Сколько я живу, столько он здесь стоит. Ты ничего... Ну, на нас, именно на нас не падает. А он куда идет? В какую сторону? Ну, это я как вам могу сказать, я же Но вы за ним не видите наблюдаю. Ну, Это по розе ветров идет он. Осталось добавить, что это сотрудник асфальтового завода.